Особое внимание этому учреждению уделяет глава республики. Об этом говорят действия, не просто слова. Пожалуй, это лучший подарок ко Дню знаний. Первый и единственный в своем роде в регионе Центра непрерывного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья особенно нуждаются в материально-техническом оснащении. Современные интерактивные доски передали детям от главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Руководитель региона дал поручение закупить наглядное пособие и отметил, что новые технологии помогут лучше постигать знания. Новые интерактивные доски передала школе заместитель председателя правительства, министра образования и науки Ингушетии Эсет Бокова. Я хочу от его имени всех вас поздравить с началом учебного года. И то, что эта небольшая помощь, которая оказана, она послужит для непосредственно качества преподаваемых уроков. Да? Это сенсорные доски. Но у руководителя учреждения спросили, какая бы помощь была бы необходима к началу учебного года. Но хочу сказать, что это только начало. Дальше также будет этому учреждению со стороны руководства и наших дополнительных ведомств уделяться особое внимание. В центре с круглосуточным пребыванием обучаются дети с самыми разными особенностями развития. Каждый ребенок здесь уникален и подход к нему индивидуальный. Педагоги уверены, что новая интерактивная обучающая среда необходима для развития психологических функций детей, для зрительного и слухового восприятия, а также внимания, памяти и логического мышления. Теперь еще в 6 кабинетах появилось больше возможностей для обучения, уверена учительница начальных классов Луиза Гадабошева. На каждом уроке нам необходима интерактивная доска, потому что сейчас оно более современнее стало, много есть функций в работе. На каждом уроке идет практическая работа, либо они должны видеть наглядно действенное мышление. Дети должны видеть, а потом у нас идет практическая работа, они выполняют на каждом уроке разрисовки, раскраски. Не всем учителям могут купить, например, у нас компьютеров уже нет в классе, а я на каждый урок приношу ноутбук. И включая ноутбук, но опять-таки интерактивные доски по сравнению с ноутбуком, это большая разница. Тут более насыщенные картинки, им детям бывает интереснее. Для детей в этом центре с каждым годом будут создавать еще больше возможностей. В первую очередь нужно решить вопрос с капитальным ремонтом здания. Сроками проведения ремонтных работ родители и педагоги интересуются у заместителя председателя правительства Ингушетии. Эсет Бокова отметила, что школа уже включена в государственную программу модернизации школьных систем образования. Не позволим, чтобы дети были общены, и они будут в этом же социуме, либо это будет помещение, либо это будет снятый вариант, либо это будет новое учреждение. Мы выйдем из этой ситуации, вы не переживайте, учебный процесс срыва не допустим, потому что в условиях капитального ремонта, это задача, поставленная президентом Российской Федерации, недопустимо срыва даже одного дня учебного процесса. Вопрос сегодня на личном контроле главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Руководитель региона сам выезжал, общался с директором и коллективом центра, оценивал проблемы, с которыми сталкиваются сегодня работники центра. Акт преступности. Здесь дети. Вот что вопрос. Все документы, все правовое управление юристом Министерства образования, сформулируйте рабочую группу. В центре сегодня обучаются порядка 500 детей, с которыми проводят занятия 93 педагога. В этом году расширился и штат работников, и количество детей. В рамках федеральных образовательных программ в центр в этом году поступило также необходимое оборудование для учебного процесса. Мы принимали участие в программе «Успех каждого ребенка». Мы по 3 направлениям получали оборудование. Это по информационному направлению техническому, это по художественному направлению. И тоже одно из художественных направлений оборудование поступило по 2 поднаправлениям, которые идут. Это изобразительное искусство и гончарное дело, лепка и так далее. На базе Центра непрерывного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья благодаря большой помощи главы Ингушетии в Газиюрте открыли 2-й корпус. Пользуясь случаем, за что хочу поблагодарить главу республики Махмуда Али Макшариповича и Эсет Ибрагимовну, министра образования и науки республики, ныне уже заместителя председателя правительства, при поддержке которых был выделен этот корпус
который расположен в сельском поселении Газиюрт. Там у нас открыто впервые в республике открыто отделение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи населению. То есть там у нас находится консультативный центр, который на безвозмездной основе оказывает консультативные услуги любому желающему родителю, будь то родитель со здоровым ребенком или там с ограниченными возможностями здоровья, вопросы там юридического направления, психолого-педагогического сопровождения этого ребенка, воспитания и так далее. Хорошие результаты, призовые места на различных конкурсах и полноценная жизнь после тяжелых диагнозов. Результат огромной работы и педагогов центра, и родителей. За годы здесь выработаны свои методики обучения. Важным элементом сосредоточить внимание ребенка является творчество. Все эти работы выполнены учащимися центра. Здесь, в коррекционной школе, особое внимание уделяют дополнительному образованию. Обучаются здесь дети с самыми разными диагнозами, поэтому педагоги, специалисты пытаются раскрыть потенциал ребенка через творчество. Развивают здесь также моторику рук и мышление. 1 сентября здесь начинаются занятия. Педагоги с нетерпением ждут своих учеников. Впрочем, все взаимно. Рина Цичоева, Ахмед Горбаков. Новости 24.